Слушай, а если... Acımatsız çıkmamış yol ortasına. Yaxshi Jamaat, sağ olun. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам, yardımcı olsun. Razı olsun. После рассмотрения административного протокола в отношении меня в Киевском районном суде сразу же по выходу из здания суда был задержан мой коллега, адвокат Назим Шейхмамбетов, и был доставлен в Главное управление МВД по Республике Крым, где в отношении него был составлен административный протокол по статье 20.2.2 Кодекса об административном правонарушении за события от 26 октября 2021 года. То есть это уже спустя 7-8 месяцев, только сейчас его пытаются привлечь к административной ответственности. Напомню, что было 25-26, это тот день, когда возле Крымского инженерно-педагогического университета были задержаны люди, которые пришли на судебное заседание поддержать людей, и были задержаны и направлены в отдел полиции Центральный. В этом же отделе полиции Центральном был задержан впоследствии я во время оказания юридической помощи своим доверителям. И именно в этот момент Назим Нуриевич приехал помочь мне, представлять мои интересы, участвовал во время составления протоколов, и по итогу, по выходу из отделения полиции, он дал вот такое вот интервью, как сейчас даю интервью я. И именно вот это, то, что он дал интервью, и вменяют ему сегодня в качестве вины. Якобы он присутствовал без маски, и якобы он организовал массовое скопление людей, которые не соблюдали санитарные нормы. В 17:00 сегодня составлен был протокол в отношении него. Где-то без 15:06 доставили его в Центральный районный суд города Симферополя. Прождали мы почти 2 часа. Но суд принял решение сегодня не рассматривать этот материал, а рассмотреть его завтра, в пятницу, в джума, в час дня. Именно в то время, когда все мусульмане должны находиться на пятничной молитве. И в том числе и Назим Нуриевич. И поэтому он был задержан. Его сейчас на автомобиле полиции увезли, со слов сотрудников полиции, в отдел полиции Центральный. На протяжении уже 8 лет мы работаем в такого рода делах, политически мотивированных, и, конечно же, создаем определенные трудности для правоохранительных органов, показывая всю несостоятельность этих уголовных дел, показывая тот уровень доказательств,
которые собирают правоохранительные органы. И, конечно же, мы так называемые неудобные адвокаты. Поэтому в отношении нас постоянно проводится такая вот работа. И многие мои коллеги, это Эмиль Курбединов, я сам уже побывали административно задержанными, когда отбывали административные сроки. Поэтому мы это связываем только лишь с нашей профессиональной деятельностью. На протяжении 8 лет это показывает, что это наоборот укрепляет, сплачивает и мотивирует наоборот адвокатов, говоря о том, что раз сотрудники столь пристально смотрят за нашими действиями, что значит мы на верном пути и линию защиты ведем правильно.